Сейчас мы делаем партнерский вебинар. Это вебинар для партнеров означает. Итак, сегодня кратко. Все знают мою любовь к метафорам, к иносказаниям и так далее. Вот. Поэтому сегодня я постараюсь без них, сегодня постараюсь по полочкам четко рассказать, зачем я это делаю, что я делаю. А дальше я сошлюсь на пруфы, так называемые доказательства того, что мы делаем, что мы заявляем, как это подтверждается в реальности. После чего мы обязательно поздравим наших партнеров, которые успели отличиться уже за это короткий срок масштабирования проекта. И я отвечу на вопросы, и все счастливые пойдем дальше зарабатывать денег. В какой-то момент, год назад, я понял, что моя самая главная компетенция разбираться в каких-то вещах быстро, она мешает мне быть лучшим в чем-то. То есть у меня есть великолепная способность, спасибо за скромность, что называется, маме и папе, вот, но она насколько есть, она есть. Это быстро учиться. И за счет того, что я быстро учусь, у меня сфера интересов очень резко может расширяться. Из-за этого бывает так, что мое эго, оно не позволяет мне делегировать. По крайней мере, раньше это была моя такая большая проблема. Я старался все замыкать на себе. На сегодняшний день я могу с гордостью представить проект, в котором работают люди, которые в этом разбираются лучше, чем я. Я лишь разбираюсь в их результатах, о чем, собственно говоря, и поговорю. Соответственно, я поговорю о том, на какой свой вопрос хотел я ответить, создавая такую задачу, создавая такой сервис, какую свою задачу личную хотел я решить, и какой задачей личную я хотел поделиться, да, чтобы она стала доступной как решение для большого числа людей. Но большим числом людей я называю 10-15, да, не больше пока. Но я бы очень хотел, чтобы каждый человек, окунувшийся в наше пространство, стал богаче. Собственно говоря, наша любимая проблема. Чем бы ты ни занимался. Я не знаю, чем ты занимаешься. Я не знаю, с каким багажом ты сюда пришел. Или как современные маркетологи говорят, каким бэкграундом ты сюда подобрался. Но у каждого человека есть одна проблема, которая характеризует что угодно в его жизни. Чем бы он ни занимался, чего бы он ни хотел, все его сложности обычно сводятся к отсутствию либо нехватке денег. Вот когда меня спрашивают, чем ты занимаешься, слушай, я говорю, я не буду тебе много говорить, у меня к тебе простой вопрос. Денег, которые у тебя есть сейчас, тебе хватает? А что будет через 2 года? Тебя устраивает? У тебя есть какой-то ответ на вопрос, каким образом ты увеличиваешь количество денег, или прибавляешь, или зарабатываешь? И вы знаете, на белом свете не так много людей, способных извлекать деньги из инноваций, да, то есть таких изобретателей. Основная масса людей, которые я тоже в себя отношу, это люди, которые способны пользоваться этим и либо зарабатывают, либо не зарабатывают на этом. И так получается, что есть люди, которые способны делать деньги, и люди, не способные деньги делать. И ключевое слово – делать деньги. В данном случае, какую проблему я хочу решить? Отсутствие либо нехватка денег. И решением для этого выработана система Финика. То есть это система автоматической генерации прибыли. Вот ни больше, ни меньше. Мы сейчас делаем все, чтобы это происходило для любого человека автоматически. Финика в себя включает несколько таких ключевых параметров за делание денег, о которых я сейчас расскажу. Еще раз, возвращаясь вперед. Мне хотелось ответить на вопрос, а чем заниматься. Теперь, есть люди, которые любят вышивать, есть люди, которые любят котов, есть люди, которые любят, я не знаю, вышивать шарфики для котов, да, то есть смежные отрасли пошли. Есть люди, которые любят выращивать. Есть люди, вот не всем нам дано зарабатывать денег, которые нам действительно хочется, тем, чем мы занимаемся, с удовольствием. И в какой-то момент я понял, какого хера, да, то есть я должен напрягаться в каких-то местах, которые мне не очень нравятся, при этом денег за это мне никто не платит. Но объективно же все равно деньги нужны. Объективно мы должны заплатить за свет, электричество, газ, еду. И желательно еда, чтобы была качественная, а это чуть дороже. Желательно в тех местах, где нас меньше обманывают и больше любят, а это чуть дороже. Вот и получается, что деньги – это, по сути, эквивалент той любви, которую ты можешь себе позволить. Фраза, на самом деле, гораздо глубже, чем то, что вы сейчас можете услышать. Деньги – это эквивалент любви, который ты можешь себе позволить, который ты считаешь себя достойной. И я начал перебирать инструменты. Естественно, деньги, которые делают деньги, это инвестиции. Куда вкладывать? Вопрос нетривиальный. Куда? Вот введи в поисковик
хочу вложить деньги, я думаю, то количество предложений, которые ты получишь, деньги к нам, нет деньги к нам, будет зашкаливать. Как понять вообще, куда вкладывать, что вкладывать? Ответа нет. Я могу долго и пространно рассуждать, каким способом надо пробовать, экспериментировать, подключать математический анализ и так далее. Но я точно знаю, что данные рассуждения обычному человеку просто недоступны. Соответственно, как человеку, не разбирающимся в инвестициях, не понимающим принципиально, что такое технический анализ, фундаментальный анализ, мы только слышим красивые истории о том, что у кого-то получилось там вложить, там, не знаю, 10 тысяч долларов, с этого он заработал 800 тысяч долларов. Пока я сюда ехал, я как раз такое интервью смотрел с одним украинским трейдером, который говорит о том, что уехал в Америку и начал зарабатывать. Сначала 3 года проработал таксистом, потом перешел в трейдинг и начал зарабатывать бешеные бабки. Мне кажется, вот такие все видео, они немножко от лукавого. Они так по-хорошему нас накалывают, потому что мы так верим в какого-то Емелю, в режим Емели у себя, да, на печи, которому бац и помогло, или в золотую рыбку, что такие истории нам прям на душу ложатся. Но надо понимать, что эта психология называется эффект выжившего, да? То есть когда мы видим один успешный пример и не видим десятки тысяч неуспешных примеров, которые в погоне за этим успешным примером теряют свои деньги. И что реально этот успешный пример – это пример того, что эволюция существует, естественный отбор существует, и он жесток. В деньгах это особенно очень четко. Поэтому хотелось создать, вот найти тех самых вот звездочек и на них опереться. Да? Еще раз говорю, я в этом не разбираюсь и, наверное, до конца никогда сам специалистом по трейдингу не стану. Но мне удалось найти механизм, при котором мой капитал начал прирастать. Все, что я сейчас расскажу, это пример из моей жизни и жизни моего ближайшего окружения, которое мне помогло. У них разные стратегии, разные способы генерации прибыли. Но я расскажу сегодня о 3 способах делать деньги с помощью автоматической системы генерации прибыли Финика. Итак, поехали. Разберу 3 темы. Как делать деньги? Я предложу вам вариант делать деньги самому. Я вам предложу вариант делать деньги с помощью индекса и делать деньги с помощью информации о Финика. 3-й вопрос поможет мне раскрыть один из наших сегодняшних победителей, владелец 6-го уровня автоматической системы Финика, Галущенко Андрей, уважаемый партнер компании и способный рассказать гораздо лучше, чем я, что такое маркетинг-план и как с помощью информации о Финика зарабатывать. Я лишь расскажу запись, да, будет. Будет же запись? Запись будет. Обязательно посмотрите в записи. Возможно, запись вам понадобится, чтобы пересмотреть какие-то вещи, которые вы были проговорены, и они важны. Итак, нам всем нужны деньги. С этим все согласны. Какое же предложение сделать тебе для того, чтобы ты сказал: слушай, тема прикольная. Вот независимо, я это рассказываю, кто-то тебе рассказывает, тебе в любом случае нужны какие-то механизмы, которые позволят тебе с высокой долей вероятности сказать, что я на этом могу заработать. Потому что вот разводил всяких пирамид, всяких систем, схем с непрозрачной системой формирования дохода, а уж не говоря про товарный бизнес, полно. Многие из вас, наверное, пообжигались, пытались продавать от порошков до непонятных роботов, которые, как работать непонятно, что-то делают, что-то происходит. Я с уважением отношусь к любому бизнесу, но мне всегда кажется, что любой бизнес имеет право на существование, если он долгосрочный, имеет долгосрочную стратегию. Я сейчас вам об этой стратегии поговорю. Сейчас презентация я свел к тому, если хочешь денег, давай разговаривать. Если денег не хочешь, если хочешь не хочешь, пожалуйста, смотри, как другие делают деньги, если понравится, включишься, не понравится, занимайся чем тебе хочется. Мы никого насильно сюда не завлекаем, мы зовем только людей адекватных, которые, понимают, что деньги могут делать деньги, потратили часть времени на то, чтобы разобраться, как это происходит. Так вот, как делать деньги самому? Вопрос номер 1. Мы ввели понятие «школа торговых стратегий». Она очень простая. В школе торговых стратегий мы можем научить тебя, как торговать биткоином. Это самая ликвидная криптовалюта в мире, которая, скажем так, настолько распространена, что вопрос ее ценности
как бы уже не вызывает сомнений. Даже те, кто сомневались, а я был еще 1,5 года назад человеком, который говорил, это какая-то херь, туда лучше не лезть. Разобрался. Лучше залезть, потому что за этим реально будущее. Блокчейн как способ обработки информации– это сильно усовершенствованный механизм обработки информации, который умножается. Соответственно, финансовая часть этого блокчейна, криптовалюта, ее надо обязательно освоить. Даже если ты считаешь, что блокчейн полная херня, то есть люди, которые это так не считают. Им это ценно. И это означает, что даже если ты просто можешь попробовать, в случае даже если ты понимаешь, что есть какой-то спрос, вот если есть спрос на эти стаканчики, то почему бы не заняться этими стаканчиками? Если есть спрос на огурцы, почему бы не заняться огурцами? Просто если ты займешься стаканчиками, ты столкнешься с большой конкуренцией. Если ты займешься огурцами, ты столкнешься с большой конкуренцией. Соответственно, биткоин– это те же самые электронные огурцы, только в интернете, да. Я максимально постарался упростить. Простите меня, адепты криптовалют, потому что я хочу… Механизм формирования дохода на биткоине очень простой. Мы разработали систему, которую называли Цифрон. Это система, скажем, безубыточной торговли. То есть нам не важно, какой курс. Вы в любом случае будете зарабатывать. Как это происходит? Шаг первый. Вы оптом с помощью нашей системы закупаетесь. Шаг номер два. Вы сами реагируете на объявления, а их миллионы на объявления в интернете о покупке биткоина и распродаете в розницу. То есть это, опять же, пример с огурцами, да, и со стаканчиками. Оптом закупили на 30 тысяч рублей, на 32 тысячи шаг номер два распродали, потратили на это 24 часа. Вам не нужны специальные знания и анализ рынка. Растет биткоин, падает. Мы предполагаем, что в эту позицию надо заходить, либо это все вас не касается. Вы со своей карты закупили, у вас на кошельке это осталось, на 30 тысяч рублей распродали то, что у вас есть, заработали 32 300 рублей, 2300 рублей чистыми заработали. Пример такой экспериментальный, один из примеров нашего ученика. Грубо говоря, человек заработал на эти деньги, если не ошибаюсь, сколько получается? Порядка 7%, от 5 до 7%, да? Это очень хорошая доходность. В случае, если у тебя есть свободного 24 часа времени, в какие-то дни это получается по полчаса, в какие-то дни это по 4 часа. Тут уже не отгадаешь, потому что это рынок. А рынок чисто вот как вот на рынке, да, только у тебя за компьютером. И вот эта технология позволяет делать деньги самому. И при этом у нас есть молодые мамочки, не очень молодые мамочки, у нас есть государственные чиновники, которые подрабатывают, потому что 2000 в день – это порядка 60-70 тысяч в месяц дополнительных денег, которые ты, а если ты еще в субботу торгуешь, то все 80, 90, 100. Я думаю, что для любого региона, где средняя зарплата меньше 30 тысяч рублей, это отличные деньги для того, чтобы, в принципе, даже уволиться со всех работ и заниматься только этим. Но даже если ты дорожишь и ценишь свое рабочее место там, где ты работаешь, ты можешь вечерком или с утреца, в зависимости от своего рабочего графика, приторговать и заработать 2300 рублей. Еще раз, потратив на это не больше 2-4 часов, без специальных знаний. Ага, спасибо. Так вот, что это означает? Это означает, что без специальных знаний ты можешь зарабатывать такие достаточно серьезные для любого города-миллионника, а уж не миллионника, тем более не миллионника, деньги, которые позволят тебе купить ребенку обувь, подготовить его в школу, заплатить за квартиру, то есть сделать все те бытовые вещи, которые на каждый день у нас уходят, массы денег, которые мы не замечаем. Но делать это не теряя тех 30 тысяч рублей, которые у тебя есть. Это очень важно. Вот этот механизм, вот это денежное изобилие начинается с того, когда ты начинаешь задавать себе вопрос, а как мои деньги, пусть небольшие, пусть у меня там всего 60-65 тысяч рублей, могут мне сейчас уже давать деньги? Так вот, возвращаясь к первому вопросу, как делать деньги самому, ты можешь освоить нашу стратегию. Почему это надо делать сейчас? Потому что на биткоин есть спрос, его постоянно покупают. Просто попробовать открыть local bitcoins, открыть объявление о покупке биткоина, и вы увидите такое количество, там, 15-20 страниц заявок на покупку. Эти люди готовы купить. Наша система предоставит вам биткоин по цене ниже рыночной, для того, чтобы вы могли заработать на перепродаже этим людям. И это лучший способ вовлечься вообще в ауру «деньги делают деньги». Потому что многие из вас, на самом деле, закрыв глаза вот так руками и честно ответить себе на вопрос, блин,
А то, что я сейчас зарабатываю, оно мне вообще вот, меня это устраивает. И вот так по-хорошему разозлиться. Блин, ну кто-то же делает деньги. Почему это не я? Почему кто-то другой должен сидеть рядом, зарабатывать? Да, он занимается презренным куплей-продажей, кто-то может подумать, да? Но деньги-то он имеет. Вы можете никому не сообща, втихаря начать делать то же самое и зарабатывать первые деньги. Это хорошее подспорье для любого. Пенсионеру там 20-30 тысяч рублей максимум получает. И он накопил какие-то деньги. Не отдавая никому деньги, вы можете перепродавать эти деньги с помощью нашей школы, торговых стратегий. Почему именно у вас покупаешь нижерыночные? Если вы умеете покупать нижерыночные сами, флаг вам в руки. То есть наша задача просто показать технологию. У нас уже есть какие-то ученики, которые давно торгуют, отсоединились, образовали свои брокерские компании и при этом являются нашими инвесторами и все равно работают еще на себя. Они научились, потому что мы, по сути, учим закупать нижерыночные, но это требует времени. Чтобы закупать нижерыночные, надо закупать оптом. Это большие объемы закупок, так называемые. Все это хорошо рассказано, прям четко рассказано на школе торговых стратегий. Первый урок у нас бесплатный, где вы принимаете решение, нравится вам, не нравится. Ну, я сразу рекомендую, но не нравится, немножко прижать себя, потому что если ты хочешь освоить денежную концепцию, чтобы изобилие денег, тебе надо освоить то, что тебе не знакомо. Либо тебе мало знакомо, либо вызывает какой-то протест. Возможно, именно туда надо идти, потому что это то, что вызывает у тебя сопротивление. Поэтому надо идти туда, изучить до конца, научиться зарабатывать дополнительные 30-40 тысяч рублей, а потом уже сказать себе, а это мне не нравится. Но деньги ты заработал, что-то обеспечил, и очень часто у людей, которые дошли хотя бы до дохода в 20 тысяч, на это тебе нужно всего будет месяц на дополнительный доход. Они что себе говорят? Ну, блин, я уже не тот человек, который начинал учебу, потому что я знаю, что могу делать деньги. Вы не представляете, что происходит с вашей самооценкой, как только вы понимаете, что вы можете делать деньги. Мужчина расцветает, женщина начинает быть счастливее, потому что вот этот вариант, который реально позволяет больше любви к себе, но и к окружающим. Почему ниже рыночный? Потому что, еще раз, оптом. Система позволяет закупать у вас оптом. Данная система зарабатывает на обмене. То есть мы оптом закупаем небольшой наценкой, достаточно для того, чтобы вы заработали, вам отдает биткоин, вы его распродаете с гораздо большей наценкой по рыночной цене. Вот так это работает. Если у вас есть сомнения, познакомьтесь с уже большим количеством кейсов, которые у нас есть. У нас видео есть. Ученики ежедневно скидывают отчет о торговле. Вы всегда можете увидеть, на какой оборот они какие купили. У нас обычный человек без опыта торговли, в принципе, на обороте 40 тысяч рублей умудряется заработать там, от 12-16 тысяч рублей. Даже если у вас будет ежедневно, вы будете вкладывать 35 тысяч рублей в оборот и зарабатывать 2-3 тысячи рублей, я вас уверяю, это офигенная доходность, которая вам даже вот не ставят дальнейшие планы по инвестированию, просто вот 3 тысячи в день вы зарабатываете дополнительных денег. Я думаю, что вы точно знаете, куда вы их потратите. Я думаю, то удовольствие, которое вы сейчас испытали, да, от того, чтобы представить себе, что 90 тысяч рублей дополнительных денег вы в месяц получили, куда вы их потратили, да? Что вы, какие давние задачи, начиная с стоматологии, заканчивая покупкой новых каких-то, не знаю, вещей в квартиру, да, делать ремонт, да что угодно. Вы просто представьте, какая возможность у вас появляется просто использовать этот инструмент. Совершенно верно, мы закупаем оптом и своим ученикам по этой цене отгружаем. У нас это стало одним из продуктов, который генерит нам дополнительную прибыль. Совершенно неожиданно, да, поскольку количество учеников у нас увеличилось, у нас уже в день порядка 3 миллионов рублей, только закупка идет чисто битка. И это один из инструментов тоже генерации прибыли для следующего инструмента, который я сейчас расскажу чуть позже. По школе понимание есть. Как работает школа? Смотрите видео. У нас есть канал, телеграм-канал. Можно модератор адрес телеграм-канала засунуть в ссылку? Переходите, подписывайтесь. Там регулярно выходит объявление о начале в школе торговых стратегий. Первый урок бесплатно. Хорошо? Вот эта школа торговых стратегий дает две гарантии, что вы как минимум 20 тысяч заработаете, либо минимум 80 тысяч. Все подробности, пожалуйста, задавайте в канале. Там есть контактные телефоны менеджеров по организации обучения. Двигаемся дальше. Как же делать деньги с помощью индекса? В какой-то момент, познакомившись с данной технологией, я начал углубляться
изучать, и мы сделали свой обменник. Обменник зарегистрирован на территории, где разрешена лицензия, где лицензируемо. Мы создали механизм, и я задался вопросом, а как я могу помочь снизить риски? То есть чем бы ты ни занимался, я периодически начал сталкиваться с разными людьми. Например, один говорит, Форекс– это все мое. Я только на Форексе торгую, мне больше ничего не интересно. Я понимаю, что это человек, ну, получается, заложник, да, определенной идеи, веры в Форекс. Второй говорит, ну, а я верю только вот в фондовые рынки, в акции, только в акции Google, Apple и так далее. Круто. Третий говорит, фондовый рынок, но только американские и только нефтяные контракты. Я говорю, понятно. И все они продают, что называется, всяк кулик свое болото хвалят, да? И вот, а я-то никому не принадлежу. Я вообще учусь у каждого, да? И мне проще всего на них посмотреть немножко сверху и понять, что... Спасибо. Смотря на каждого из них, который верит в свой продукт, и он реально в этом профессионал. При этом, когда я задаю вопрос, скажи, пожалуйста, уважаемый профессионал, вот ты этим занимаешься уже там кто-то 3, кто-то 5, кто-то 8 лет, кто-то 11 лет, у меня есть пару контактов. Неужели ты ни разу не терпел поражения? Спрашиваю я так хитро на него смотря. Я говорю, ну, естественно, так не бывает. Любой трейдер терпит поражение. Я говорю, как я могу застраховаться? Он говорит, слушай, ну, никак. Никаких гарантий, это рынок. Дмитрий, так, я сейчас договорю историю. Никаких гарантий, это рынок. Вот. И это, если это рынок, то возможно все. Я говорю, правильно понимаешь, что ты говоришь о своем рынке, там, если я спрашиваю кого-то про Форекс, ты говоришь про свои доллары, либо золото. Если я разговариваю с человеком из нефтяной сферы торговли, я говорю, ты говоришь про контракты на нефть, он говорит, да, такие новости иногда бывают, что может резко что-то обвалиться и потеряться. Я могу, если я не застопил, у них такой термин есть, стоп, чтобы не было убытков, да, то я могу, иногда бывает и более сильные просадки, но я теряю там 5-7% доходности в день. Я говорю, понятно. Спрашиваю у человека, который занимается торговлей там на золоте или там с акциями Гугла, Apple и так далее, которые, в принципе, все время растут, но есть понятие производные, там всякие индексы и так далее. И они спрашивают, да, такое бывает, даже на таких акциях мы теряем иногда деньги. Вопрос, что придумать? Я уж не говорю про биткоин. Все мы знаем историю, с 2017 года начинается, в 2018, что называется, когда биткоин рос, все были трейдерами, да? А когда биткоин начал падать, на нем стали зарабатывать только интеллектуалы, то есть те, кто люди, которые специалисты, да? Например, вот та команда, которую я вам презентовал сейчас, это как раз та команда, которая разработали технологию Цифрон, которая позволила им заработать больше всего именно в 2018 год на всем этапе падения биткоина. Соответственно, если брать по отдельности каждый продукт, у нас нет никакой гарантии на то, что они всегда будут расти. Где же взять эту, суку, гарантию, да? Наша душа все время требует спасителя. Наша душа все время требует чего-то где-то, чтобы была галочка, что есть кто-то, кто взял на себя ответственность за все. И я вспоминаю простейшую математику, есть там такое понятие, как вероятность, да? Вот какова вероятность, что провалится один из инструментов? Она 50/50. Работать с высокодоходным инструментом – это супер, но вероятность 50/50. А какова вероятность, что 10 инструментов, которые работают с высокой доходностью, провалятся все? Вот эта вероятность стремится к нулю. При этом это не означает, что она ноль будет, да, но она стремится к нулю. Это означает, что это управляемый процесс. И был разработан индекс, который включает в себя раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сейчас он уже насчитывает 9 продуктов. Первые оранжевые такие треугольнички – это продукты, которые генерят каждый из них. Задача каждого продукта в данной системе – генерить 5% дохода в день. Не в месяц, а в день, да. Задача второго продукта тоже 5. У каждого своя цель – 5% в день. Стараемся именно вот эту планку выставить. Соответственно, когда я первый раз инвестировал в такую модель деньги, очень очковал. То есть мне именно хотелось понять, правильно ли мое предположение, то есть математика меня, мать, спасет, мать всех наук, или не спасет, да, статистикой вместе. И выяснилось, что не только спасла, но еще и приумножила. В моменты, особенно, когда некоторые инструменты просто проваливались. И были и Форексы провалы, знаете, черные понедельники,
зная все 18-й год, что происходило, да, но именно эта стратегия позволила мне не только сохранить, но и приумножить капитал. Как это работает? У нас есть, допустим, биткоин-продукты. У нас, если вы знаете, пополнение системы осуществляется в биткоинах. То есть вал биткоина, который приходит, наши аналитики чего говорят? Например, мы получили сегодня 10 тысяч там, условных единиц там, в биткоинах, да? Предполагать, что сегодня-завтра биткоин пробьет там отметку 12 тысяч долларов. Соответственно, мы треть биткоина оставляем в биткоине, потому что мы как раз на себя берем риски клиента, вырастет это или не вырастет. Да? Соответственно, часть биткоина у нас выросла, часть биткоина мы отправляем сразу на перепродажу нашим ученикам через обменник, ну и часть мы берем как плечо на некоторых биржах, где мы предполагаем, как растет наш курс. Соответственно, вот эти вот, ну и четвертая часть продукта у нас идет на локал, на отработку трейдерами уже непосредственно нашей торговой стратегии. И что получается? Получается так, что у нас вот на одном биткоине только создано 4 продукта. Далее, оставшаяся часть делится между продуктами фондовых бирж, между продуктами фондовых бирж на Форексе и фондовых бирж, Мосбиржа, допустим, и биржа АМП в Чикаго, да. У них разный инструментарий, разный способ генерации прибыли, и есть разные люди, которые являются фанатами своего способа. Поэтому он не лезет в другие вещи, он лезет именно в то, что он есть. Единственное, что я создал, это я создал управление по капиталу. У нас есть такой чат, у нас есть еженедельное собрание, где люди из разных сфер обсуждают свое предположение, куда пойдет биткоин. Я вам скажу, вот такое пиршество интеллекта, людей, способных анализировать, обосновывать, куда это идет, при этом я не получаю не одно мнение, а 25 мнений из разных совершенно отраслей и рынков. Это очень сильное решение для меня оказалось. Оно стихийно сложилось, и слава богу, так получилось. Я, естественно, это сразу заложил в основу нашей математической модели. Я сейчас покажу, как рассчитывается доходность для клиента. То есть как клиент поступает. Клиент вкладывает 1000 условных единиц в биткоинах. Эта 1000 разлетается по всем продуктам, согласно торговой стратегии, которую мы выработали за неделю, и подтверждаем еженедельно в чатах. Ежедневно мы проверяем в чатах, правы мы или ошиблись. И каждый день у меня есть отчет. Вот представим себе, что первая группа продуктов выдала 11% доходности. Я сейчас просто задам вопрос, правильно вы понимаете, как я понимаю, работает система инвестиций. 11% это доход. 7% доход выдает биржа, причем как по долгим, так и по коротким контрактам, так называемым ежедневным контрактам. Ужасный звук. Что со звуком? У всех звук плохой. Технически все плохо. Алексей, тогда поясните, что не устраивает, и сейчас вам модератор поможет чем-то. Угу. Итак, третья группа продуктов выдала 3,5% доходности за сегодняшний день. И за сегодняшний день 1,7 выдал, например, Форекс. Картинка тяжелая. Может быть, ее... Я сейчас попробую сделать картинку похуже. Это, видимо, зависит от... Где настройки? Это... Выбор камеры. Самое главное, надо, чтобы прошло то, что должно пройти. Итак, давайте просто я немного дам вам порулить, что называется, компании. Вот компания я сейчас скажу, это, по-моему, 11 или 12 дней назад, вот примерно вот такой отчет я получил. 11% сделала у меня первая группа продуктов, 7% сделала вторая группа продуктов, третья группа продуктов 3,5% и 1,7% сделала четвертая группа продуктов. Скажите, пожалуйста, какой средний процент заработала компания за этот день? В среднем по такой доходности. Цифры напишите в чате прям. Да-да-да. Для этого надо достать что-нибудь, что считает. Телефон, калькулятор, все равно.
Так, Зинаида ответила. Олег, значит, какую среднюю доходность сгенерила компания, используя 4 группы продуктов, в каждом из них еще внутри какие-то, да? Ты и я. Чудненько. 5,5 примерно. Так, 5,8. Кто-то с калькулятором посидел. Совершенно верно. Средняя доходность, которую сгенерила компания за 12 или 13 дней назад, 5,8. Теперь владелец индекса в среднем получает треть. Ладно, мы будем следить за качеством. Сумма делится 4, все верно. Теперь мы определяем, вот это 5,8 заработала компания, а треть от этого получает инвестор. То есть человек владелец индекса. Сколько получает владелец индекса? Зинаида, чудненько, самое первое считает, видимо, либо калькулятор рядом, либо в голове. 1,7 как-то Андрей получил? Что-то не додал? Все верно, 1,93. Соответственно, если мы говорим о том, что владелец индекса получает свой акципрон, то сколько это получается на 1000? Последний ответ. Вот и все. Вот это так, как построен индекс. Ну, 18, чуть побольше, 19 получается. Если вы 5,5 поделили, то да, 18. Петра, правильно. Гузель, правильно. Все правильно. Все правильно ответили. То есть сам принцип понятен, да? То есть я просто накладываю, то есть поскольку я не являюсь адептом ни одного продукта, вот нет такого, я верю в биткоин, все остальные нахер. Нет, Форекс – это полное просветление. Нет, только это. Соответственно, мы создали механизм, при котором я просто к этому подошел как сверху, да, то есть я вижу, есть люди, которые этим увлекаются, надо им дать возможность. Есть люди, которые этим увлекаются, даем им возможность. У всех этих людей одна проблема. Они не очень любят управляющие компании, работают на себя, и у них малый капитал, то есть тот, который они перерастают. Соответственно, их задача, я говорю, ребят, я вам пригоняю капитал, вы работаете в той сфере, в которой вы есть. Часть денег оставляете в этом же капитале, то, что вы заработали, внимание, надо максимально было вовлечь, да, специалистов по продукту. Я говорю, треть заработанного остается у вас, треть заработанного остается у нас в компании, и треть заработанного получает инвестор. 10% мы резервируем под какие-то непредвиденные вещи. Вот это так, как работает индекс. Автоматически у меня возник вопрос, как я буду доказывать его состоятельность. Я делаю сейчас вебинары с презентацией продукта. Мы делаем видеотрансляции. Извините, технически пока еще не готовы всем это показать, да, поскольку мы ищем формат, при котором у нас не будет падать, у меня трейдеры прям все колом сейчас стали, мы ищем формат, при котором мы будем транслировать и при этом не терять прибыль. Они прям очень опасаются, то, что все свои фишки они будут раскрывать, поэтому какие-то счета мы специально заводим, демонстрационные, с реальными деньгами, но демонстрационные с точки зрения выгрузки на YouTube, которые люди будут смотреть и видеть, торговля идет. Вот примерно по этой стратегии. Ну и самый главный наш аргумент – это не нравится индекс, иди и зарабатывай сам. Поэтому ты можешь делать деньги сам в нашей системе, можешь делать деньги с помощью индексов. Это абсолютно прозрачная и понятная система. Система страхования не с помощью перестраховочных компаний, не с помощью лицензий, которые все мы прекрасно знаем, что можно легко нарушить и закрыть компанию, да, а с помощью тупой математики и моей независимости от любого продукта. Мне нравятся и эти ребята, которые делают результат, и эти ребята, и эти ребята, и эти ребята. И всем им важно находиться внутри, потому что я знаю, что их капитал будет поддержан другими работами. Они тоже это прекрасно понимают, да, что они становятся сильнее от объединения разных совершенно направлений и разных систем верований, да, в генерацию денег. Вот так устроены деньги с помощью, системы, как можно делать деньги с помощью индексов. Я готов буду перейти к некоторым вопросам. Это рисунок, уменьшенная копия, да? Вчера... Спасибо. Спасибо большое. Да-да-да, все правильно. Ну, я говорю, примерно 30%, да. То есть вы сейчас говорите, все правильно.
Евгений, все правильно. Я сейчас сам принцип хотел, чтобы вы поняли. Там на самом деле даже чуть-чуть сложнее. Чуть-чуть сложнее механизм расчетов, но он примерно в этих процентах. Потому что у нас есть еще себестоимость входа и выхода денег, мы там тоже ее учитываем. Иногда бывает, что у нас низкая себестоимость. Например, те деньги, которые пришли, нам не надо тратить деньги на оплату открытия счетов на бирже. Например, мы их завели в биткоинах. А между биржами тоже иногда бывают транзакции с деньгами, иногда бесплатные. Поэтому у нас есть понятие себестоимости, которая каждый день плавает, но это на существенный процент не влияет. Это как раз заносится в те 10% резерва. Теперь я подумал, а как я могу еще сильнее сделать эту, то есть модель, то есть как можно ее еще больше обезопасить? Все очень просто. Сейчас я создаю команды, которые делают то же самое, что мы уже сейчас делаем. Вот обратите внимание, предыдущий слайд, да, у нас есть 4 группы продуктов, и делают это назовем это одной командой. То есть мы идем еще выше, смотрим на это и делаем такую же систему, которая работает в тех же самых механизмах, но у нас уже не 8 да, продуктов или 10, а уже 16 либо 20 продуктов, которые делают то же самое, но немного по-своему. Понимаете? То есть они забирают другую часть рынка. Это люди, которые друг с другом не знакомы. Это люди, которые работают, допустим, через улицу, которые работают по тем же технологиям со своим видением, со своим руководителем и так далее. Клоны, да-да-да, но клоны, знаете, с точки зрения математики, они на самом деле все равно имеют какие-то личные нюансы, личностные нюансы. Единственное, что их всех объединяет, это такая здоровая агрессия на рынок. То есть я уже научился отличать ребят, которые способны, выходят на рынок с целью заработать. Они прям вот, они готовы рисковать, они понимают, что они делают, они прям следят, они как на охоте, вот реально как на охоте за деньгами. И эти люди, они лучше, чем я охотился за деньгами. Моя задача не мешать им. Моя задача дать им достаточной мотивации, чтобы, не кидать меня, не заработать на мне и уйти куда-то. Они понимают, что растет компания, растут и они. И наоборот. Соответственно, мы всем им поставили задачу, что мы добираемся до суммы в 10 миллионов долларов, эквивалент, и после этого делаем паузу. Почему? Потому что очень важно, чтобы каждый, кто является сейчас членом, держателем, владельцем либо школы торговых стратегий, либо индекса, он получил свой результат, неважно, когда он получается. И если даже мы перестаем, допустим, принимать инвестиции, мы работаем только с этой суммой, а это уже приличная сумма для генерации прибыли, да, то это то, что даст мне спокойно спать, это то, что люди, которые вложились, там, 10 тысяч человек, условно, да, по $1000, вот, это те люди, которые точно свой результат получат. Вот. Цель у меня гораздо выше, но мне хочется не спеша закрыть эти цели, да, мы целимся в 100, мы целимся на самом деле в цель, именуемую как стать в топ-10 торговых компаний в мире. Для этого надо уже рассматривать мировые механизмы торговли. Пока достаточно для тех людей, которые здесь сейчас, для тех, которые уже являются держателями индексов, они с удовольствием получают деньги, выводят их и так далее. Вот, пока мы создали комфортную среду для этих людей и с этой цели не сходим. То есть мы сейчас идем к 10. Поэтому как можно максимально обезопасить нас всех, это вот в том числе и меня, это вот механизм клонирования различных продуктов. Андрей Галушин, ты здесь? Я бы хотел все-таки свое признание выразить. Я сейчас поздравлю, потом пройдемся по вопросам. Потому что есть разделы. Тут, как его вывести? Я хочу, на самом деле, поздравить с тем, что ты закрыл шестую звезду. Я, на самом деле, мы вроде бы с тобой обсуждали это, но то, как это быстро произошло, и то, насколько ты оказался человеком слова, настоящим лидером, который, не скрою, поправлял меня иногда, учил и говорил, как правильно, как лучше всего делать. Я просто это делал, и именно с твоей помощью мы создали этот первый результат. Я хочу тебя поздравить, вручить тебе приз, это от компании. Вообще мы задумали 3 приза, это не регулярные призы будут. Я понял, что надо какие-то вещи делать. Каждый партнерский вебинар будет заканчиваться у вас какими-то нерегулярными призами. Вот. Ты знаешь мою слабость к ювелирным украшениям, и я сделал для себя значок с элементами компании Финика. Если вы помните, значок Финика – это такая женщина, прикрытая женщина-мать,
который прикрывает крылом, железным крылом дитя. Вот, это имитация, не имитация, вернее, это композиция, которая демонстрирует именно защиту капитала, да, таким материнской заботой. То есть, с одной стороны, нежность материнства, с другой стороны, железное крыло, которое четко отбивает все атаки на ваш капитал. Да? Вот, ну, какая-то такая была картинка. Так вот, мы сделали очень сильный значок, он такой выпуклый, красивый, и я хочу тебе его вручить. Это он из золота, по-моему, там 9 грамм золота, настоящее называется желтое золото, какой-то там пробы. И я хочу, чтобы все его поздравили, и от компании, и от системы тебе генерится прямо сейчас, если есть возможность, модератор, на лицевой счет 1000 забросить в качестве приза. Ура! Шум оваций не подготовили. Андрей, меня слышно? Да. Есть что-нибудь? Покажи в экран. Есть? Или нет пока? Пока нету. Ага. Я экран держу, как появится, закидывайте. Это мои кровно заработанные. Да, это пока кровно заработанные. Тоже неплохо, кстати. У меня поменьше. У тебя? Но это у меня за 2 дня, Кирилл. Да ладно. Да. Итак, первая награда, значок золотой, вручается Андрею Галущенко, настоящему лидеру, патриоту проекта и системному организатору продаж. Большое спасибо тебе за вклад, за терпение. Я знаю, что не все гладко было с самого начала. Твоя 1000 Все, прилетело летит. 1000. Уже прилетело. Все, Вот это прилетело. честно. О, вообще красавчик. Я даже не знал, что у нас так это работает система. Спасибо. Немножко отвык. Пошел поздравляю. деньги тратить. Все, я отключаюсь, я побежал деньги тратить. Стоять. Я тогда с тебя... Тогда я тебя вручил, да? Я сейчас всех поздравлю, потому что у кого-то там часовая разница бешеная. Вот, выведу их в эфир, а потом с тебя что за презентация значок? маркетинг-плана как настоящий лидера. Слушай, Покажите вот значок. по-честному, у меня сегодня вообще дурацкая совершенно ситуация, потому что я оставил ключи в машине у жены, вот, от дома. И когда я поехал домой за значком, чтобы его сегодня показать вот так вот, я не попал домой. Поэтому я его отдельно сфотографирую и в чат выгружу, короче. Золотая голая женщина, я правильно понял? Да, это будет сегодня вечером. Отлично. Я тебе его фото. Только у меня он из другого золота. Я тебе отправлю, будет желтое. Ура! Молодцом. Я быстренько перейду к следующей номинации, которую бы я хотел отметить. Вы не обижайтесь, пожалуйста, если вы считаете, что я не отметил, да, мы обязательно ответим все. Мне хотелось просто какие-то вещи выдающиеся для меня. Мне это очень тепло было, неожиданно. Я вижу активность не только в качестве там счетчиков, да, но и в качестве вопросов задавания, да, в качестве обратной связи, насколько люди подбирают фразы, понимая, что не все идеально работает с самого начала, но мы с каждым днем становимся идеальнее, и эти люди при этом умудряются делать большие результаты. И меня очень в свое время поразил Олег из Якутии. Он больше всех привлек в первую линию за все время существования проекта. Это порядка 35 тысяч, и это огромное для меня удивление было, что он кроме своих там промо и так далее. Поэтому вот вторая номинация сегодня и приз в 200 достается Олегу. Сейчас там темно. У тебя уже все спят? Я в машине сижу. Здравствуйте всем. Красавец. Спасибо, да. Какой красивый голос, оказывается, еще, да? Вот. Соответственно, тебе значок вот такой же. Единственное, что нам нужно время определенное на выплавление. И вот дополнительный просто от меня премия, это 200 единиц, которые просто поступают на счет в ближайшее время. Я не знаю, там у тебя ID 4380, насколько я помню, да? Да. Мне подсказывают. Да. Вот туда это будет начислено. Большое спасибо за свое лидерство. Надеюсь, что... Слушай, если я тебе его привезу в Якутию, удобно будет и вручить его перед залом? Конечно, было бы даже очень даже хорошо, так сказать. Чем просто по почте его отправлять и так далее. Тогда я там жду от вас даты и приезжаю. Не как это в старые советские времена. На лацкан прикрутить. Да. Большое спасибо, на самом деле, за твой вклад, за твою искренность.
И я помню, как ты писал, что особо без образования, да, но практика показывает, что образование не является ответом на вопрос, как делать деньги. У тебя это получается, я знаю, что ты отдохнул, я думаю, что эти деньги тебе будут не лишние. По возвращении из отдыха обычно денег не хватает. Спасибо большое. Все, большое спасибо, да, не прощаемся далеко, потому что у нас с вами большая работа по организации события. Спасибо большое. И третий, кого я хотел бы отметить, Дмитрий. Я не знаю, знакомы с тобой лично или нет, вот, но у меня он поразил тем, что за последнюю неделю самый быстрый такой старт, который прям быстрый, да, кроме того, что он сейчас промо закрывает, он еще и дополнительные премии получает уже от компании 100 единиц. И опять же, значок, вот отметили мы. Представляете, 15 тысяч единиц привлечь за неделю, это достаточно серьезный результат, показывает целеустремленность, способность вести за собой людей. Ага, приветствую. Знакомый, но только по-другому. Да. Звук я тебя не слышу. Не слышно. Выведите его. Слышно меня, нет? Звук. Теперь побольше, да, слышно, так? Да. Короче, мне просто понравилось. То есть я люблю такие процессы, которые вдруг хоп, и пошло. И у тебя это получилось с 18 по 25 июля, 15 тысяч единиц, если не больше. Спасибо. Спасибо за вовлеченность и за распространение информации о нас. Поэтому значок и небольшая премия, 100 единиц от нас. Да. На депозит жди. Если будет возможность скрин скинуть, скидывай, пускай другие порадуются, к примеру. Спасибо тебе, Кирилл, и команде, то есть все устраивает, обратная связь, все. Двигаемся дальше. Слышно меня? Да, все только начинается, все верно. Все только начинается. В нужном месте, в нужное время. Да, все, спасибо большое. Просто хотелось зафиксировать, да, всем успехов. И вот, на самом деле, большое можно отключить. Вот. На самом деле, еще пару ремарок по поводу того, что как мы все это делаем. Здесь тот самый случай, когда чем больше нас, тем сильнее и крепче мы. Вот это вот та самая система, когда выигрывают и трейдеры, и наши держатели индексов, и мы как компании, как владельцы сервиса. Ну и в завершение моего выступления сегодняшнего, прежде чем передать камеру власти Галыщенко Андрею с великолепной презентацией, что такое, как делать деньги на информации о компании, я покажу, как один мой друг делает деньги. Он начал с 1000. В первый месяц, зная, что те, кто уже является держателем индекса, знают, что у нас там от 1,2 до 2,5 добегало выплаты, да, соответственно, в среднем 300. Вот он в среднем 300, первый месяц 300, второй месяц 300, 300, 300. Он ни разу деньги не снял, потому что друг умный. У него очень хорошо все с головой. Вот этот слайд, пожалуйста, себе сохраните, на стенку распечатайте и попробуйте вспомнить, а какие цели тысяч на 15-20 долларов у вас есть, которые бы вы хотели гарантированно к концу года исполнить. Угу. Соответственно, вот это то, что вот это его план, который он сейчас реализует уже на 7-й месяц, 8-м месяце он уже находится. Это его такой, получается, такой беременность цифрами, назовем это, да. Так вот, на второй чуть-чуть подождать надо. Да, первые 3 месяца разгоняется, желание потратить деньги адское, да. Страх, что все накроется, адский. Вот в чем отличие инвестора от неквалифицированного инвестора? Неквалифицированный инвестор, он чуток ведется на эмоции. То есть мы, с одной стороны, нам надо знать и помнить все наши мечты и цели, ради чего мы эти деньги зарабатываем. С другой стороны, деньги делаются в контексте не ради денег. Я сейчас это объясню. Вот держать в узде свои эмоции и смотреть за цифрами, которые на самом деле как кролики размножаются, это очень большое умение. И это очень то, что вам надо, вот на этом плане вы легко убедитесь. Итак, первый месяц дивиденда 300, второй месяц дивиденда 300, на третий месяц дивиденда 300, четвертый месяц дивиденда 300, да? Он не добавляет нисколько. Что происходит? У него набрало 1200, он сделал еще 1000. Итого у него депозит уже 2000, и 200 еще в запасе осталось, да? Он их не трогает. Пятый месяц уже 600, шестой месяц 600, уже 1200. Он делает депозит 3000,
Депозит, еще 200 оставите сверху, да? У нас 400 у него еще сверху, еще 3000 депозит. 7-й месяц 900. Берет сотку из старого, из 4000 на 8-й месяц. И так посмотрите, что происходит у него на 12-й месяц. За год это 15 плюс денег. Если это будет цифра 2000 с самого начала, то это 35-36, цифра увеличивается. Моя мечта была создать механику управляемого риска для создания вот такого капитала с помощью заработанных денег, а не с помощью откладывания. Да? Поэтому этот слайд вам, что называется, на ночь. Пожалуйста, переспите с ним и подумайте, от чего бы такого вам хотелось бы. И в самое завершение, прежде чем перейти уже к Андрею Галущенко с его маркетинг-планом, прежде чем попрощаться с вами, я расскажу парадокс, денежный парадокс, который я для себя открыл, вернее, осознал. Я его где-то слышал, да, в разных, но когда ты занимаешься деньгами ради денег, денег особо нет. Предприниматель всегда работает бесплатно. Это работник работает за деньги, и у него эмоции от того, как он их потратит, да. А когда, вот первое, да, вот еще раз послушайтесь, когда ты занимаешься деньгами ради денег, денег не будет. Когда ты занимаешься деньгами не ради денег, а ради чего-то другого, то деньги приходят. Я не знаю, как это работает, я не знаю, почему. Когда ты впираешься просто в цифры, вот. Соответственно, как это выглядит в моей жизни? В моей жизни начало все прибавляться, как только я захотел, чтобы у моего окружения было больше денег. Просто я захотел, я знал, что у кого-то есть $1000, я хотел, чтобы его $1000 превратилось в 2, хотя бы уже через 3-4 месяца. Понимаете? Это немножко другое. Это как раз идти за своей какой-то мечтой. Ты можешь на самом деле превратить свою мечту, например, кто-то откладывает поход стоматолога, который там 35-40 тысяч рублей стоит, да, перелечить все зубы. Кто-то откладывает, не знаю, ремонт, кто-то откладывает. Вот какую маленькую мечту на $1500-2000 не с собой вытащенные из заработанных денег, а сформированные из индекса ты мог бы потратить. Вот подумай об этом и уходи в ночь сейчас именно с этой мыслью. Когда ты работаешь, когда ты занимаешься деньгами только ради денег, это скучно, противно, неинтересно. И поэтому деньги не идут. Деньги идут, когда идут легко, да, такой некий поток такой, да, ты в состоянии потока. А когда ты занимаешься деньгами только ради чего-то не денежного, то и деньги приходят. Я не знаю, как это работает, но я искренне желаю вам это познать. На этом у меня все. Андрей, с маркетинг-планом, включите, пожалуйста, ему его слайд. Если есть вопросы... Так, прежде чем, давайте по вопросам пройдемся. Можно ли сделать, чтобы компания помогала закупать битки новым участникам? Короче, наверное, можно, но у нас и так эта система связана с платежной системой. Но, Алексей, я понимаю, о чем вы говорите, да? Вы говорите, по большому счету, можно ли сделать чуть проще систему входа. Я объясню, почему нет и почему я выбираю стратегию, чтобы вы немножко напряглись и поучились формировать собственные биткоин-кошельки, потому что за этим будущее. Мы не имеем права просто работать от лени либо нежелания освоить. Это, я прошу не обижаться, да, потому что, по большому счету, то, о чем вы просите, это означает, что человек не завел биток, не завел биткоин кошелек и не готов сейчас заниматься, да. Мне бы хотелось, чтобы вы сначала научили человека этим заниматься, и тогда он будет меньше вам вопросов задавать. Вот, возвращаясь к последней моей ремарке, сделайте минимум 5 человек счастливее, потому что они заработают свои деньги с помощью вас, да. И не надо требовать от них денег, не надо думать даже о том, сколько денег с него заработаешь. Просто посмотри на это вокруг людей, кому бы ты хотел, чтобы у него добавилось денег. Для этого он должен научиться пользоваться битком и платформой Финика. После этого у него к тебе вопросов не будет, у него к тебе вопросов претензий не будет, потому что он будет думать, он все равно деньги должен получать в битках и так далее. И это вы отсекаете самые сложные вопросы в конце. Есть такое правило. Сложные решения сегодня делают жизнь проще завтра. И наоборот, простые решения сегодня усложняют жизнь завтра. Поэтому принимайте сложные решения сегодня, лучше поучите людей, потратьте время, но потом получайте завтра легкую систему генерации доходов уже от их дохода. Вы и их удовольствие получите, и еще доход от них. Можно ли сделать техподдержку более мобильной?
Сделаем, мы все делаем, просто сейчас у нас техподдержка точно так же работает со скоростью наших разработчиков. И, наверное, мы можем сказать, что полноценно всякие чаты, быстрые и так далее будут работать, но не раньше, чем середина августа. Пока стараемся работать над этим. Ваша цель по рисунку 5% доходность в день для инвестора. 5% в день доходность для компании. То есть это рисунок про компанию. Вы набираете инвесторов, да, уважаемый ты и я, вы набираете пул инвесторов до 10 миллионов, потом все, входа не будет. И не совсем. У меня цель гораздо выше. Просто я сейчас должен ответить на вопрос. Вот те люди, которые являются держателями индексов в сумме до 10 миллионов, они должны получить полностью все сервисы, которые я им гарантировал, которым обещал. Просто сейчас я знаю, как я это буду делать. Естественно, подбираясь к этой сумме, я буду осваиваться с форматами большего управления, какие-то долгосрочные проекты, опционы выкупать и так далее. Буду перестраивать компанию уже под больший оборот. Но те люди, которые идут до этой суммы, должны получить те ответы на вопросы и те деньги, на которые они рассчитывают, на которые мы все рассчитываем. Вход будет, но, наверное, будет немножко по-другому организован. Просто если я вдруг приму решение, что входа больше не будет, я хочу, чтобы вы или ваши коллеги, они были полностью довольны. Можно ли добавить для работы платформы Ethereum? Он на самом деле уже там встроен, мы просто не ставили галочку на возможность приема. В принципе, это готово. Если вы считаете, что Ethereum будет в достаточном обороте для того, чтобы открыть галочку, то я готов с технической поддержкой принять это предложение. Мы просто откроем возможность принятия денег в эфирах. Ограничения по входу все кратно 1000. Если вопросов нет, так, я сейчас вернусь, несколько вопросов. У меня есть вопрос еще из чата по поводу 2080. У нас есть школа торговых стратегий. Школа торговых стратегий предлагает два продукта – 20 и 80. Продукт за 20 – это гарантия системы, что ты с помощью этой системы торгов заработаешь минимум 20 тысяч, не меньше. В среднем у нас ученики зарабатывали от 40 до 60 тысяч рублей на этой стратегии. Продукт за 80 гарантирует, что ты будешь зарабатывать не меньше 80 тысяч рублей. Гарантирует, именно гарантирует. Потому что если не выполняется гарантия, то деньги вам возвращаются. Так вот, в чем разница между этими продуктами? В количестве оборота денег, которые ты можешь позволить себе. Если ты заходишь на продукт 20, то максимальный оборот у тебя 60 тысяч рублей. Если ты заходишь на оборот 80, то максимальный оборот у тебя 200 тысяч рублей. По поводу филиалов и клонов. Владимир, значит, позиция моя такая, что компания ориентируется только на IT и онлайн составляющие. Нет никакого смысла в 21 веке, работая в интернет-торговле, разводить офисные вещи, только если вы не хотите открыть хороший агентский офис с работой по рекрутингу. Вот только здесь. Но это будет являться уже вашим представительством в рамках нашей парадигмы развития. Все присоединяемся к поздравлениям. Спасибо большое. Так. Все поздравления. Пока рассказывал, тут оказывается столько поздравлений. Спасибо большое за поздравления. Все ребят. Максимального лимита для входа пока нет. Вопросы? Ограничений по входу нет. Ну все. Галущенко, Андрей, забирай жезл власти. Я пока кофе попью. Завершаешь, потом я уже попрощаюсь со всеми. И запись вебинара будет доступна уже завтра. Маркетинг-план от лидера 6-й звезды Андрея Галущенко. Опять фото оваций. Дорогие друзья, всем привет, добрый вечер, добрый день. Дайте обратную связь, как меня слышно. По 10-бальной шкале поставьте, как меня слышно. Десяточки хорошо, семерочки похуже, единички, ну, понятно. Прием, как меня слышно, прием. Десятки, отлично. Здорово, спасибо за обратную связь.
Ну что, дорогие друзья, я скажу коротко, конечно, буквально 2-3 часа и на этом закончу. Шутка. Но пришло время, так сказать, поговорить о деньгах. Мы люди, инвесторы, сетевики, которые имеют опыт построения структуры уже, всегда смотрим на некоторые вещи при выборе компании. И эти вещи, как я их называю некоторыми, мы выбираем, разбираемся в них только по своему жизненному опыту, пройдя те или иные ошибки. Так вот, дорогие друзья, для меня очень важно было, это первый тот момент, я всегда иду на человека, то есть кто меня приглашает. И проанализировав свою жизнь с 2013 года, это как раз тот момент, октябрь 2013 года, когда я первый раз познакомился с Кириллом. После нашего разговора, я тогда жил в Челябинске, приехал в Казань, вот, пообщались с ним, и с 2013 года все, что меня связывает с этим человеком, меня только делает богаче, приумножает мой капитал, вот, и ни разу не было еще, ни разу, повторюсь, не было еще потерь. Вот, поэтому, когда мне Кирилл сделал предложение рассмотреть именно вот это направление, естественно, я обратил на многие процессы здесь, где-то что-то добавили, где-то что-то убрали, то, о чем он сегодня говорил. И, так сказать, на сегодняшний день для нас с вами появился чистый продукт, который мы приняли и в котором мы уже зарабатываем деньги. Далее. Что самого важного, глядя на выбор компании этого продукта? Первое для меня очень важный момент, то что здесь бессрочный вклад. Что означает бессрочный, да? Я не буду сравнивать с какими-то другими компаниями и говорить там в отличие от тех или иных компаний, да? Здесь бессрочный вклад означает, что вы разместили свою $1000 депозита, компания ее размещает соответственно на бирже, и далее трейдеры, имея доступ к вашим деньгам, торгуют на бирже вашими деньгами, и каждый день, кроме выходных, нам с вами начисляют дивиденды. Это и называется бессрочный вклад. Один раз вы вложили, и он работает, пока все работает, он приносит вам доходы. О маркетинге немножечко, ну, чуть попозже скажу. Так вот, это первый момент, то, что бессрочный вклад. Далее, следующий момент, очень важный, всегда, и вы, наверное, согласитесь, большинство со мной, да не большинство, а все, кто понимает, о чем говорю, это на чем компания зарабатывает деньги. Очень много, миллионы, сотни тысяч компаний, у которых красивые легенды, и вы никак не сможете их проверить. Вот, ну никак. Даже вы не сможете познакомиться с руководителями, с основателями, создателями, потому что они всегда только в онлайн, только в каких-то чатах, в группах, и когда все пропадает, вы никого, ничего не найдете. Здесь вы можете приехать в Казань, пройти обучение, познакомиться со всеми, с основателями, с техподдержкой, с руководителями тех или иных отделов. Все в вашем доступе. Вот. Это тоже на самом деле очень важный момент. И для того, чтобы понять для себя, где здесь делаются деньги, я с Кириллом проговорил буквально месяц назад, и так получилось, что собрали лидерский состав, порядка 20-25 человек с разных регионов, кто мог выехать в Казань. Мы приехали на обучение, и целый день Кирилл погрузил нас в ежедневную рутинную работу компании. Также он пригласил всех трейдеров, вот, которые показали и рассказали, кто за какие направления, вернее, отвечает и каким образом делается определенный общий процент выплат для нас с вами инвесторов. И когда мы прошли вот это вот обучение, многие в чате здесь находятся, кто присутствовал как раз на этой школе. Все, у меня вообще вопросов не стало, где делаются деньги. Это очень важный момент. И при создании маркетинг-план, ребята, был сделан таким образом, что здесь нет ни копейки, еще раз повторюсь, ни копейки, ни одного цента выплат с пирамидальной системе. Что означает пирамидальная система? Это когда вы кого-то приглашаете, кто-то кого-то приглашает, и из входящих денег в компанию, в систему вам выплачивают определенные вознаграждения. Здесь этого нет. Далее расскажу маркетинг-план, отвечу на ваши все вопросы. То есть вот эти вот на самом деле важные моменты, на которые мы обращаем по опыту уже внимание, прежде чем войти в компанию. И еще один очень важный момент, это как раз для тех, кто у вас в структуре такие будут, кто говорит, очередной лохотрон, там пирамиды и все, что с этим связано. Пожалуйста, дорогие друзья, здесь компания тоже сделала очень честный, я считаю, шаг. Регистрируйтесь бесплатно по ссылке, которую вам
скинул человек, который вас пригласил. Там, где есть раздел «Школа», нажимаете, подаете заявку на обучение, хотите онлайн, хотите офлайн, приедьте в Казань. Еще раз говорю, это вообще много вопросов у вас отпадет сразу. И пройдите обучение, погрузившись в ежедневный процесс компании. О чем я говорю? Вас научат именно торговать самостоятельно по той схеме, по которой компания, управляя вашими деньгами, делает деньги. И когда вы поймете, что это, да, действительно рабочий процесс, что вы так же, как и трейдеры, научившись, можете управлять своими деньгами и из денег делать деньги, вот, вы будете дополнительно зарабатывать, помимо того, что вы дали свои деньги в управление компанией, да, доверительно, так сказать, вы будете учиться, если вам это интересно, и управлять своими деньгами самостоятельно. Да, вы будете больше процент получать, потому что если вы сами торгуете по схеме компании, все, что вы заработали, вы заработали. Но если уж потеряли, то вы потеряли. Для меня это и хорошо, и плохо. А огромное хорошо только в том, что я понимаю этот процесс, что он действительно в современном мире на сегодняшний день работает, а минус для меня лично это то, что я буду залипать у экрана. Мне это не нравится. Я лучше отдам в надежные руки компании свои деньги, да, буду строить структуру, вот, зарабатывать дополнительное вознаграждение при построении структуры и как бы ставить себе цели, планы и реализовывать их. Здесь в компании Финика, ну, в принципе, у всех из нас с вами, у нас с вами одинаковые цели, одинаковые, вернее, не одинаковые цели, одинаковые возможности. Они у всех равны. Но просто в зависимости от поставленных целей и задач каждого, да, вы выбираете тот или иной план, стратегический план действий, которые вас приведут к этому результату. Например, кто-то скажет, для меня 30 тысяч рублей в месяц, это потолок, и я буду просто счастливо жить. Все, пожалуйста, нужно просто, зная маркетинг-план, условия, расписать себе самому со своим спонсором посидеть, расписать этот план, как вы выйдете на этот доход через месяц, или вы хотите через 2-3 полгода выйти на этот доход. Расписывайте под ваш срок ваш план и просто действуйте. Если вы знаете, умеете, но не действуете, вы ничего не добьетесь. Я, соответственно, себе точно так же, как и вы, поставил себе план. Я хочу к осени забрать автомобиль у компании. Что значит забрать? Сделать определенные, выполнить условия согласно маркетинг-плану, вот, и получить автомобиль. Один из автомобилей. Почему один из? Потому что я хочу, чтобы и вы, каждый из вас дошел до этой цели и тоже получил автомобиль на условиях, которые компания предлагает. Так вот, дорогие друзья, подытожим. Первое, для меня очень важно, кто мне это предлагает. То есть я всегда иду на человека. Второй момент. Финика для меня честный бизнес с реальной рабочей платформой, которая приносит ежедневные дивиденды благодаря торгам на тех или иных биржах. Почему тех или иных? Да, вот еще очень важный момент, который я сейчас хочу проговорить, это то, что люди, которые являются инвесторами, вы все знаете, да, что есть такое понятие диверсификация. Именно в инвестициях это понятие происходит, именно диверсификация. Это означает, что не нужно держать яйца в одной корзине. Но вот здесь Кирилл даже пошел немножко дальше, объединяя все эти процессы. Что он сделал? Он сделал диверсификацию в одной компании, а именно, как вот они показывали на слайдах, да, на сегодняшний день уже порядка 9 направлений, но показывали сегодня 4, как они работают. И 4 разные направления, то есть нашими деньгами с вами, дорогие друзья, управляют в одной компании, но в разных направлениях. Если сегодня какое-то направление, одно из 4, там, одно из 9 просело или 3 из 9 просело, то остальные 6, они все равно будут в плюсе. Это математические расчеты, то, о чем говорил Кирилл. И как раз-таки вот эта диверсификация позволяет нам с вами не терять наши деньги здесь в одной компании, а только их приумножать и сохранять. Вот это тоже огромный плюс. На самом деле, ну вот, которые компании я проходил, я такого не встречал. Есть одно направление, есть своя легенда истории, мы работаем, получаем, зарабатываем, все накрылось, все закрылось, вот, и на этом все стало. Поэтому здесь тоже еще раз подчеркиваю, это огромный плюс. Диверсификация в одной компании
которая позволяет зарабатывать в разных направлениях, что повышает, так сказать, определенный ежедневный процент и снижает риски. Итак, дорогие друзья, переходим к деньгам. Здесь на самом деле все просто. Маркетинг делали, исходя из тех позиций, что здесь, как я уже говорил, нет ни одного цента выплат с пирамидальной системы. То есть любая $1000, которая заходит в систему, именно $1000 размещается компанией на бирже. С нее не выплачивается никому ни копейки. Откуда берутся деньги? Все, как я уже сказал, с ежедневной прибыли, с торгов. Так вот, первый вид дохода – это как раз для тех людей, для ленивых людей, которые привыкли зарабатывать лежа на диване, как и я в том числе. Это как раз-таки инвестиции. Пакеты покупают, депозиты делаются от $1000 кратное 1000, то есть 1000, 2, 3, 4, 5 и так далее. И ежедневные начисления у компании до 3%. Вот я скажу, что почти 2 месяца я уже разместил свои депозиты здесь в компании, да, и ниже 1,2% не было. И больше 2,3 не было. То есть 2,3 был максимальный, поверьте, в день это офигенный процент. 2,3 был максимальный на моей памяти за этот период, 1,2 был минимальный в день, еще раз подчеркну. То есть первый вид дохода, разместив свой депозит до 3% в день, кроме выходных и праздников. Далее, следующий вид дохода – это как раз-таки за активность. Это когда человек уже не лежит на диване, открывает рот, рассказывает, рекомендует. У меня больше половины родственников уже зашли сюда. Здесь зарабатывают деньги, и они довольны, честно скажу. То есть это как раз второй вид дохода. За привлеченного инвестора компания выплачивает 5% от привлеченного депозита. Например, вы пригласили партнера на $1000, вы получили 5%, это $50. И сразу возникает вопрос, если здесь нет пирамидальных выплат, откуда взялись эти $50? Человек зашел на 1000, да? Так вот, дорогие друзья, человек, вами приглашенный, который зашел на 1000, вся $1000 компания разместит ее на бирже, а $50 берутся с заработанных ранее денег. То есть компания сформировала некий резервный счет, в который откладывается определенный ежедневный процент с прошлых, вчерашних, позавчерашних, месяц назад торгов. Эти деньги там копятся, аккумулируются. Соответственно, для разных промо, для разных, соответственно, выплат. И когда вы кого-то приглашаете, вот эти $50 берутся оттуда, которые уже заработали вчера, вам выплачивается. А когда ваши деньги зайдут в систему и начнут приносить доход, с них компания определенный процент, опять же $50 вернет в ту корзину. Это второй вид дохода. За каждого привлеченного инвестора 5%. И каждый раз, когда вами уже приглашенный партнер делает новый депозит, вы каждый раз получаете 5%, так же, как и за вновь привлеченного. Далее, следующий вид дохода, это уже для серьезных, амбициозных партнеров. Вот. Это выплата 3%. По структуре, начиная с 1 по 10 поколение. Что это означает, 1 по 10 поколение? Маркетинг-план здесь линейный. Линейный это означает, что вы приглашаете в первую линию неограниченное количество людей. Соответственно, всех, кого вы пригласили, они тоже самое делают. Приглашают себе в первую линию неограниченное количество людей. Тем самым для вас они формируют ваш второй уровень и так далее. Так вот, дорогие друзья, когда вы достигаете первого уровня, а он достигается согласно таблице, которую мы с вами видим, можете ее сфотографировать. Первый уровень закрывается при следующих показателях. Личный депозит не меньше $1000, товарооборот групповой структуры под вами не меньше $10 000, свой депозит личный в товарооборот общий не входит. То есть под вами должен сформироваться товарооборот, неважно на какой глубине, $10 000. С этого момента, как вы его достигли, вы начинаете получать, помимо своих инвестиционных процентов, 3% с дохода, то есть с зарплаты всех тех, кого вы пригласили. Поясню. Например,
Вы пригласили Васю на $1000, и сегодня компания заработала для инвесторов, выплатила 1,5%. То есть Вася на свои $1000 получил $15 дохода сегодня. Так вот, если вы закрыли первый уровень, вы получите 3% с тех денег, которые заработал Вася. То есть от $15, вернее не от 15, Василий получит свои $15, а вы получите дополнительно от компании 3%. Умножаем с вами 15 на 3, это получается 0,45 центов, ну, грубо говоря, $0,5. А если у вас лично приглашенных таких Вась 10, 20, 100, сами посчитайте, какие это деньги. Далее, соответственно, закрыв второй уровень, вы получаете уже 3% с 2 поколений и так далее до самого низа. Это второй вид дохода при закрытии статусов. Естественно, мы видим в таблице, что чем выше статус, соответственно, у вас больше структура, у вас больше объемы, больший доход. И для того, чтобы выполнять условия роста по статусам, здесь мы видим, что необходимо увеличивать уже как свой личный депозит, так и товарооборот при достижении общего товарооборота структуры. И мало того, начиная с 6 уровня, у вас для того, чтобы вы получили квалификацию, у вас должен быть в первой линии хотя бы один лично приглашенный человек в квалификации 2 уровня. То есть, если вы быстро наприглашали просто инвесторов нерабочих, так сказать, да, им хорошо, они получают свои дивиденды, вы получаете проценты с ним, но если у вас люди не растут, ваши приглашенные, то и вы, соответственно, выше 5 уровня не растете. Здесь уже как раз включаются рычаги обучения, рычаги влияния на рост вашей первой линии, а это непосредственно воспитывает в вас лидерские качества. И здесь мы с вами видим, что при достижении уже 6 уровня это $200 тысяч товарооборот общий групповой, 7 тысяч личный депозит и один личник в первом уровне в статусе 2 уровня. Что вы получаете дополнительно? Вы получаете дополнительно премию от компании в $1000. То, что сегодня вы увидели, компания начислила мне как раз таки за этот статус. И, ну, соответственно, 3% с 6 поколений уже с дохода компании. Много это или мало, скажу по себе. На сегодняшний день у меня статус 6 звезда, это значит товарооборот не меньше $200 тысяч. Это получается в среднем у меня порядка 150-170 долларов в день. Ну, с понедельника по пятницу, только за закрытие статуса 6 звезда. Переумножаем на 22 рабочих дня, это плюс-минус $4000. Это очень хорошие деньги, поверьте, и вы, наверное, знаете, о чем я говорю. Далее 7 уровень мы с вами видим показатели, плюс премия, достигнув этого статуса. И вот 8, начиная 8, 9, 10 уровень, начиная с 8, здесь уже интересно. Почему? Потому что здесь реально уже эти статусы сделаны для таких, скажем, амбициозных топовых лидеров. Топовым лидером может стать любой из вас человек, который действительно ставит себе цели и не видит никаких преград. Вот, и самое важное из всех этих колонок, да, личный депозит можно сделать 10 тысяч, да, личника можно подтянуть до статуса 4 поколения, товарооборот можно сделать 400 тысяч долларов, здорово, но это только при очень-очень активном участии и вашем погружении ну, в процессы, которые выведут вас на этот результат. Это помощь своим партнерам, помощь организации. Лидер такого уровня уже обязан проводить вебинары, организовывать встречи в своем городе. Что мы здесь видим? Мы с вами видим премия $5000 разовая. Понятно, что закрыв этот статус, вы уже 3% получаете с дохода 8 поколений. И самое важное, вот этот момент, мы видим, что достигнув 8 уровня, вы уже получаете не меньше 2% с личного депозита. Что это означает? Ну, например, на 8 уровне ваш депозит $10 тысяч. И, к примеру, сегодня компания отторговала, да, для инвесторов сегодня 1,5% к начислению. Это означает, что каждый из инвесторов на каждую $1000 получит 1,5% $15, а вы, независимо от сегодняшних торгов, на свой депозит, на свои $10 тысяч получите 2%.
Понятно, да? То есть все, что компания торгует ежедневно и выплачивает ниже 2%, у вас уже ниже 2% не будет. Соответственно, если компания заработает выше 2%, там 2,5% и далее, то, конечно, вы получите, как и все, 2,5%. Но когда меньше партнеры-инвесторы получают за сегодняшние рабочие процессы, то вы ниже 2% именно на свой депозит не получите. Далее 9 уровень мы с вами видим. Здесь еще поинтересней. Здесь, ну, опять же, обращаю внимание, достигнув 9 уровень, вы получаете уже от личного депозита не 2, а 2,5%. И здесь премия автомобиль. Что это означает? На каких условиях? Их скоро компания пропишет, эти условия, они будут у нас, скорее всего, в правилах уже загружены в кабинете. Вот, условия следующие. Как только человек доходит до этого уровня, компания в лизинг берет новый автомобиль Mercedes C-класса стоимостью плюс-минус 3 миллиона рублей. Это, согласитесь, серьезные деньги. На каких условиях? Первый 1 миллион рублей за этот автомобиль компания оплачивает самостоятельно, достигшему этот результат. Вам отправляется автомобиль, покупается, доставляется каким-то образом, либо вы едете сами и в поездке уже наслаждаетесь. Вот, автомобиль этот в лизинг, и остальные 2 миллиона рублей вы платите ежемесячно на протяжении 2 лет 50 на 50 с компанией, если вы держитесь на этом статусе. Ну, а зайти на статус 9 уровень и не удержать его, это, конечно, уже это невозможно его не удержать, он просто уже будет на автомате. Так вот, остальные, как я говорю, 2 миллиона вы платите 50 на 50 с компанией. И как только вы выплачиваете этот лизинг, хотите ускорьтесь выплачивать его, да, то, соответственно, машина передается полностью в ваше управление, ваша, скажем так, вашу собственность, и вы полноправный счастливый обладатель. Вот. Но есть такое маленькое но, да, когда мы с Кириллом начали обсуждать про машину. Кто-то, например, не захочет такой 3-миллионный автомобиль, а скажет, раз компания на этом уровне дарит 1 миллион рублей, вот, а можно ли, мы когда проговорили, в принципе, Кирилл дал свое согласие, да, но при этом он сказал, это обязательно должен быть автомобиль, не деньгами премия. То есть смысл такой, если партнер по каким-то причинам говорит, я хочу что-то попроще, да, в пределах миллиона, то, соответственно, он ищет, достигнув этого статуса, он ищет автомобиль стоимостью в 1 миллион рублей или там 1 100 000 рублей доплатит сам, 100 тысяч. Вот, и, соответственно, он покупает этот автомобиль. И далее мы смотрим уже статус 10 уровня. Тут уже понятно, что посерьезнее, структура должна быть серьезная, товарооборот $1 миллион. И здесь мы с вами видим, что вы уже получаете 3% от личного депозита. То есть здесь, как говорится, неважно, сколько уже, для вас неважно, сколько уже получают инвесторы от компании ежедневно, потому что они зарабатывают от торгов. А вы, достигшие 10-ю звезду, как раз получаете 3% на ваш депозит. И согласно этой таблице, если на 10 уровне депозит составляет $20 000, то 3% в день с понедельника по пятницу – это уже $600, дорогие друзья. И умножить на 22 рабочих дня, посчитайте, какая сумма только от личного вашего депозита. Естественно, на таком уровне вы ежедневно получаете уже другие деньги совсем, и это вас мотивирует как можно больше увеличивать свой депозит, потому что вы с него получаете 3%. Вот. И здесь же мы видим при достижении 10 уровня у вас уже автоматически выплачивается с дохода, с зарплаты всей вашей структуры с 1 по 10 поколение не 3%, как это для всех остальных уровней, а 3,5%. То есть это тоже серьезные проценты. Давайте обратим внимание, справа нам показан порядок начисления товарооборота. И здесь как раз мы с вами видим в таблице написано, что первый уровень 100%. Что это за цифры? Это означает, что когда вы лично и ваши партнеры лично приглашают партнеров в этот бизнес, то
все 100% идут вам в объем, в товарооборот для роста квалификации. Например, вы пригласили Васю на $1000, и у вас товарооборот под вами вырос в $1000. Если Вася кого-то пригласил, то есть для вас это второй уровень, мы видим, что со второго уровня вы получаете 70%. Это означает, что Вася, если кого-то пригласит, то у вас товарооборот будет не $1000 с 1000, которая зашла, а $70. И так далее. На 10-м, 9-10 уровне, если у вас люди работают, то для вас будет подниматься только 5%, с $1000 $50. Это очень важный момент. Почему? Потому что представьте, у вас в 10 поколений, в первом уровне, втором, 8-м, 9-м уровне никто не работает. Просто стали инвесторы, не работает. А вот в 9-м поколении кто-то пригласил очень активного партнера, который для вас в 10-м уровне. И он начинает просто качать, заводить свои тысячные команды. Представляете, если его структура заходит, и все $1000 они будут квалифицировать 9-й, 8-й, 7-й, 6-й и вас в том числе, то просто будет нечестно. Человек, который ничего не делает, а получает квалификации согласно объемам, да, и растет по статусам. Нет, фиг вам, все справедливо. Работаешь в первую линию, расширяешь свою линейку, получаешь все 100%. Соответственно, второй, третий, четвертый уровень вы получаете процент меньше-меньше. О чем это говорит? На практике, если вы закрываете 6-й уровень, например, это общий товарооборот, $200 000 при закрытии уровня, то вы понимаете, что он формируется не только от личников, а формируется с 10-го и глубже поколения. То, соответственно, в компанию с вашей структуры заходит порядка 500, 600, 700 до $1 миллиона, прежде чем вы закроете этот статус. Потому что с нижних поколений, когда у вас заходят, с $1000 у вас не $1000 заходит в квалификацию. Ну, понимаете, о чем говорю. И здесь вот я бы еще попросил добавить, ну, не сейчас, а в принципе, что начиная с 11 уровня и ниже, весь объем учитывается, всей вашей структуры. Начиная с 11 объема и ниже идет 1% в квалификацию. То есть если у вас в 11 уровне и ниже, там в 100-м, в 1000 уровне со временем кто-то зашел на $1000, вы получили $10 в товарооборот. Но надо понимать, что линейка – это как раз приглашение в первое поколение, и когда внизу идет работа, то это в прогрессии растет, как юбка, да, то есть чем ниже, тем больше людей. И по $10, так скажем, по 1% с 11 и 100 поколения в сумме за день, скажем так, это очень-очень большие хорошие объемы. Поэтому подытожу. Маркетинг-план очень простой, очень. Вложил, сделал свой личный депозит, получаешь до 3% с понедельника по пятницу, кроме выходных и праздников. Вклад бессрочный. Второй вид дохода. Пригласил, получил 5%. За каждое приглашение, за каждое привлечение, за каждый депозит вами привлеченного партнера вы постоянно получаете разово 5%. Начали строить структуру, расти по статусам, получаете 3% с зарплаты с 1 по 10 поколение. Доросли до 8 уровня, получаете уже не меньше 2% от личного депозита, на 9 уровне не меньше 2,5% от личного депозита и автобонус на условиях, которые я уже рассказал. И на 10 уровне уже 3,5% с зарплаты с зарплаты ваших партнеров с 1 по 10 поколение и с личного депозита вы получаете 3%. Вот, поэтому у меня, в принципе, все по маркетинг-плану. Если есть вопросы, пишите в чате, я готов буду на них ответить. Пока вы будете писать вопросы, я хочу, конечно, поблагодарить компанию за подарки, за поздравления. И от всей души хочу поблагодарить ребят, которые тоже сегодня, так сказать, вошли в историю. Да, это Олег, город Якутск, Дмитрий, город Казань, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот, это ребята, которые действительно ставят цели и их достигают. Не просто поставил себе цель в розовых очках, а там будет, что будет. Нет, на самом деле поставил и делаешь. И очень важный момент, о котором я хочу сказать, это то, что только
когда есть вера в компанию, только тогда человек раскрывается полностью. Как я уже говорил, для меня Финика – это честный бизнес-проект с реальной рабочей моделью. И именно по этой причине я собрал лидерский состав, да, кто мог, приехал. Все увидели изнутри, прошли обучение и, в принципе, стартанули, скажем так, очень-очень активно. Поэтому, дорогие друзья, ставьте себе цели. У нас у всех одинаковые, скажем так, возможности в этой компании. И я просто желаю всем достижения ваших целей в самые кратчайшие сроки. Вот, поэтому поздравляю всех тех, кто уже присоединился в компанию. Вот, и желаю, сейчас одну минутку, желаю вам большого роста и, соответственно, построения структуры, если вы на это заточены. Ну, кто-то говорит, я хочу просто быть инвестором, там, увеличивать свой депозит. Кирилл сегодня схему показывал, как можно из денег делать деньги. То есть зарабатывая ежедневные деньги, да, в зависимости от ваших расходов ежедневных, вы можете часть денег выводить, часть денег оставлять и докупать на свой ID-номер новые депозиты. Это и называется схема «деньги из денег». Итак, дорогие друзья, я жду от вас вопросы. Ваш телефон можно? Нет, мой телефон нельзя, потому что я просто не буду спать. Мы есть все в чате. Все, дорогие друзья, кто сейчас находится здесь, те, кто вас пригласил, если вы еще не в проекте, вы можете зарегистрироваться, да, и попасть в наш рабочий чат, и там, пожалуйста, можете и в личку писать, и в чате обсуждать какие-то вопросы. У нас чат в Телеграме добавляются только партнеры, которые зашли минимум на $1000 депозит. Так, спасибо, благодарю. Отлично, так, тут по-английски написано. Так, английскими буквами, но вопрос Кириллу. Думает ли об этом, что Байлиди кота. Уважаемый Иво, напишите по-русски, пожалуйста, русскими буквами. Планируется ли встреча всех партнеров для проведения праздника? Владимир, ну, конечно, это всегда, как и в любой нормальной компании, люди любят поздравления. Люди всегда любят, когда их поздравляют на сцене, когда за ними идут люди, когда все люди зарабатывают ваши структуры. Конечно, это будет, но для того, чтобы это было, нам нужно с вами поработать. Вот, когда в компании 10 человек – это один уровень, а когда в компании 100 тысяч и миллион человек – это другой уровень. Давайте хотя бы от этих цифр начнем отталкиваться, и вообще не проблема организовать встречи. Так. Которые живут в России. Укрепляет дух, конечно, укрепляет. Так, я пишу за Ива. В Казани где офис? Это вопрос к Кириллу. Так, есть к чему стремиться? Да, Владимир, есть. Будет ли обучение по приглашению людей? Смотрите, вот эти вопросы, которые есть, я их сейчас озвучу, что это к Кириллу, это к Кириллу, это к Кириллу. И сейчас, когда я закончу, я думаю, Кирилл еще на связи, как раз попил кофе, и он сможет на них, на все ответить. Так, по всем вопросам, вот Евгений как раз пишет, по всем вопросам Казань обращаться к Евгению. Отлично, вот его номер телефона. Как попасть к вам в команду? Наталья Зайцева. Команду попасть по реферальной ссылке того партнера, который вас пригласил в эту компанию, либо пригласил вас на этот вебинар. Пожалуйста, после вебинара с ним свяжитесь, и я 100% уверен, вы попадете в компанию в нужное время, в нужное место.
Ну что, дорогие друзья, я так понял, что по маркетингу вопросов нет, хотя как только закончу вебинар, мне сразу в личку пишут: так, Андрей, поясни, пожалуйста, как вот то, как это, это. Дорогие друзья, что еще хочется сказать? Когда от компании проводятся вебинары, либо частного характера от каждого из лидеров, из нас, имею в виду, или сама компания, приглашайте, используйте эти моменты, используйте это время, приглашайте своих партнеров. Потому что когда вы сами приходите на вебинар, вы строите бизнес своему спонсору. А когда ваши партнеры приходят на вебинар, вы строите собственный бизнес. Чем больше они услышат, и вам не надо тратить время на рассказы, тем больше они сделают в вашей же структуре для вас. Так, ну жду еще 40 минут. Если вопросы не появятся по вебинару, я передам слово Кириллу. 40 минут. Все, Кирилл, передаю тебе слово. Да, спасибо. Слышно меня, да? Так, значит, по поводу вопроса о зарубежных торгах. Я понял, что вопрос от нерезидента Российской Федерации. У нас даже сейчас не совсем ясна модель по казахским торгам, потому что торги происходят на карты местных карт, местных банков, да, карты местных карт, так не бывает. На карты местных банков, это означает, что есть нюансы. Я сейчас, та школа, которая говорится, это идет по торговле на банки российские, на карты российских банков. И даже те зарубежные партнеры, которые у нас занимаются сейчас торговлей, там в Таиланде, я знаю, кто-то, по-моему, еще где-то, они являются резидентами Российской Федерации, владеют картами и, соответственно, могут делать оборот. По другим странам сейчас нет, ответа точно нет. Мы сейчас не готовы нести ответственность, потому что мы не знаем нюансов. Там очень много нюансов, связанных именно с законодательством, с ограничениями. Допустим, некоторые страны подразумевают лицензию. Например, мы сейчас готовим европейскую лицензию на оборот в биткоинах. Вот. Потому что в России я не могу такую лицензию получить. Соответственно, эта легализация еще больше высокого уровня будет для партнеров. Поэтому терпение, и пока для зарубежных партнеров, слава богу, биткоин – это международная система, у нас доступен только индекс. Команда, Андрей, Ростов, называется, папа твой, нужно делать так, чтобы, смотрите, вопрос же не в количестве, да, надо понимать, что человек 100, должно быть, вам достаточно 20-30 партнеров, вот как сейчас Ирина Абдус делает, она сейчас 30-40 человек собрала, те, которым важно делать деньги, и которые чувствуют потребность в том, чтобы получить некую денежную энергетику, вот это вот здоровое охотничье ощущение от зарабатывания денег для себя, да, с помощью новых технологий. Причем новая технология, она является только способом работы старых, то есть те, которые существуют, вы поняли, да, мы ничего принципиально нового не изобрели, мы математически подошли к технологии зарабатывания денег с высокорискованными продуктами. Вот, поэтому давайте рассчитывать на 100, а там посмотрим. Так, по школе. Как команду, да, действительно, пишите в чат, обращайтесь к людям, которые которые вас пригласили на вебинар, они вас добавят в команду. Ну что ж, еще раз напомню, когда ты работаешь занимаешься деньгами ради денег почти нет, да, поэтому добавьте в свои денежные устремления чуть больше мечтаний. Начинайте с мелких мечтаний на 1000, на 2000 долларов, заканчивайте мечтаниями большими на 15-20, там, купить машину через год. И я думаю, может быть, это будет даже купить что-то для своих мам, пап, вот. И маленькая формула счастья, по большому счету, человеку нужны любовь и деньги, и тогда он будет чувствовать себя отлично. Поэтому занимайтесь любовью, занимайтесь деньгами.